В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных темах. В России изменились правила использования материнского капитала. Расскажем, какие нововведения появились. Мобильные доктора планируют выезды в северные районы Якутии. Узнаем, когда и где ждать специалистов. Сегодня в республике отмечается День родного языка. Масштабные празднования развернулись во всех районах. Оценку пригодности жилья нужно будет проходить перед покупкой дома, его части или таунхауса на средства материнского капитала. Соответствующее постановление правительства России вступило в силу. Заключение о пригодности жилья должно быть оформлено не ранее, чем за 1 год до подачи заявления на оплату покупки. Подобный документ будет обязательным и при строительстве или реконструкции частного дома, а также при уплате первоначального взноса и погашении основного долга по ипотеке. Закон, ужесточающий требования к покупке жилья с использованием маткапитала, начал действовать с января. Документ был разработан с целью оградить семьи от ситуации, когда им предлагали купить на средства господдержки жилье, непригодное для проживания. Мобильные доктора планируют выезды в Алайховский, Момский, Верхоянский и Вено-Бытантайский районы в феврале. Бригада уже охватила 11 районов республики, включая Нюрбинский, Сунтарский, Верхневилюйский, Нерюнгринский, где они осмотрели почти 2000 жителей с начала 2025 года. В настоящее время медицинские бригады продолжают прием жителей труднодоступных населенных пунктов Алданского района, а детская многопрофильная бригада работает в поселке Чульман. В арктической зоне врачи продолжают свою работу в Среднеколымском, Оленевском, Вено-Бытантайском и Жиганском районах. Третья группа отчета правительства республики в Усть-Алданском районе разделилась. Радость ввода многоквартирного дома с новоселами. Так, в селе Дюпся обладателями ключей от своих новых квартир стали сразу 20 семей, которые трудились и работали ради развития своего родного наследия. Строительством объекта в 1000 квадратных метров на самом видном месте села занялась строительная компания «Дахсун». Объект построен благодаря федеральной программе переселения граждан с аварийного жилья. При строительстве данного дома мы проводили надзорную деятельность, то есть проводили надзор, и по итогам строительства выдали заключение о соответствии объекта проектно-сметной документации и всем строительным нормам. В этом году правительство республики наделило администрации муниципальных районов полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства, распределению субсидий из республиканского бюджета по 14 направлениям. В связи с этим в районах проводятся мероприятия по определению наиболее эффективных способов реализации новых полномочий. Во время круглого стола с участием депутатов Илтумен, аграрии Татинского района выступили со своими интересующими вопросами и предложениями по развитию сельского хозяйства. Были выступления и по вопросам изменения механизма передачи отдельных государственных полномочий по субсидиям муниципальным районам. Вопросы задают именно по ставкам субсидий на молоко, на поголовье и так далее. Вот каким образом это все будет реализовываться на местах. И, конечно же, один из основных вопросов – это по малым инвестиционным проектам. И в будущем, допустим, вот это направление они предлагают увеличить хотя бы до 50 миллионов, до 60 миллионов, чтобы желающих участвовать в данном направлении, чтобы больше было. Традиционно в Нюрбинском районе прошел обучающий семинар для социальных работников «Школа социального работника» для повышения их профессионального мастерства. Семинар прошел в 2 этапа. Первый – это теоретические занятия, где приняли участие службы социального фонда, заведующие отделением скорой помощи, врачи Центральной районной больницы, специалисты и медперсонал дома-интерната для пожилых и инвалидов. Второй этап семинара включил в себя практические занятия, где в целом были затронуты такие актуальные темы, как особенности ухода за паллиативными больными, оказание первой помощи при неотложных заболеваниях и травмах, деменция у пожилых и об особенностях кормления лежачих пожилых, осуществления за ними ухода. Получаемые знания помогают социальным работникам более уверенно чувствовать себя, строить взаимоотношения с лицами старшего возраста, что является одним из основных принципов социальной работы. Работа с людьми пожилого возраста и инвалидами очень ответственна. Нужно находить каждому индивидуальный подход, а для этого необходимо постоянное развитие и самосовершенствование.
В День родного языка и письменности в районах гимназии Алекминска ученики школы смогли познакомиться с национальными играми народа Саха. Большой комплект игр принесла в школу Лилиана Перевалова. Не так давно она участвовала в конкурсе на грант с темой возрождения национальных игр. Все подробности в сюжете далее. Вот так провели День родного языка и письменности в районной гимназии «Эврика». С одинаковым азартом играют старшие и младшие школьники. Все эти игры презентовала Лилиана Перевалова, которая приобрела их, участвуя в конкурсе на грант главы района. Видите, здесь терпение. Вообще превысил все мои ожидания, честно говоря. Вот за полдня сегодня ребятишки в руки не взяли гаджеты при мне, по крайней мере, ни разу. Ну, единственное, что фотографировали. Вообще с очень таким большим азартом, и отклик получился вообще огромный. Именно такие занятия по-настоящему рождают интерес к культуре и истории народов. Мне понравилось оладушки, ставить там очень сложно, и кубики там бросать. Я очень люблю бросать и ловить, но я не могу никак не поймать ни одного кубика. Этот день, кроме игр, украсили яркие национальные костюмы. А вот эти вот бусы и украшения – это моей мамы. Мама носит украшения? Да, у нее тоже сегодня праздник. Как ты считаешь, важно знать свои корни? Конечно, важно. На самом деле, свое происхождение, свои корни, свою родословную, нацию. Это все, мне кажется, очень важно. На самом деле игры не просто классное времяпрепровождение, но и стимуляция умственной деятельности, развитие моторики, ориентации, координации. Все то, что так необходимо в мире скорости и суеты. Моя любимая игра из якутских игр, где надо закатить все шарики в лунки. Якутские игры – это круто! Тем временем за столами продолжаются соревнования, кто лучше справится с игровым пространством. После столь успешной презентации есть видение, чем можно пополнить копилку школьных перемен. На перемене все избегаются и просят меня: вы же директор, пожалуйста, сделайте перемены подлиннее, говоря. К сожалению, пришлось запретить. Порядок есть порядок, да. Но вот такие просьбы были, и поиграли с детьми очень здорово, прекрасно. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Определены даты проведения главного якутского праздника в Москве Эсэха в этом году. Он состоится 12 июля. Событие традиционно пройдет в парке Коломенское. Каждый год в организации столичного Эсэха принимает участие один из районов республики. В этом году Амгинский. Именно он в 24-м проводил у себя Эсэх Лонхо. Делегация района уже приехала в Москву, чтобы ознакомиться с площадкой для проведения праздника. Известно, что церемония открытия пройдет в русле якутских традиций с обрядами очищения и благословления. В программе запланированы также спортивные состязания, выставка ярмарка народных промыслов, конкурсы, праздничные концерты и многое другое. Эсэх посвящен, во-первых, 80-летию победы в Великой Отечественной войне, а мы знаем, какие очень интересные параллели проведены с Эсэхом победы 1944 года именно с участием выходцев из Амгинского района. Ну и, конечно же, наш Эсэх посвящен Году защитника Отечества, Году защитника Родины, который проходит у нас в стране и в Республике Саха-Якутия. Нашим земляком, сказителем Устином Гавриловичем Нахсоровым был исполнен в Кремле Тоюк Победы. И, конечно же, мы это обязательно тоже будем обозначивать. И в 1944 году на всей территории Республики Саха-Якутия были проведены Эсэхи Победы по инициативе тоже нашего народного поэта Владимира Михайловича Новикова, Кюньмику Расырова. И, конечно же, это тоже будет у нас основополагающим, ну, скажем, витком сценарий проведения. Для развития якутской художественной литературы в 5-й раз вручили премию имени НМПДиста Сафронова. По итогам конкурсного отбора по 5 номинациям высокого звания лучший редактор удостоились талантливые поэты и писатели. Премию «Лампа» в области поэзии получила Ангелина Шадрина, в прозе Наталья Рязанская из Амгинского района. Также в торжественной обстановке отметили Станислава Афанасьева, поэта-прозаика, Анатолия Слепцова и коллектив Национальной библиотеки. Каждым годом у нас партнеров становится все больше заинтересованных людей. На этот раз вот первую премию редактора вручает
акционерное общество «Автодор». Также есть у нас премии имени народного поэта Саввы Тарасова по художественному переводу, учредитель администрации горного улуса. В Ингинском наследии Тампонского района состоялся турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди школьников, посвященный 80-летию Победы и 36-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. За соревнованиями следила и наша съемочная группа. На старт вышли 23 участника. Стрельба по мишеням велась с дистанции 10 метров. Для того, чтобы почувствовать винтовку, спортсмены сначала выполняли 3 пристрелочных выстрела, а затем 5 зачетных. Я с детства хожу на охоту с папой, с дядей и обучался навыкам стрельбы. Сегодня я выступил достойно на соревнованиях. Чтобы хорошо стрелять, надо быть терпеливым и упорным. Я занимаюсь разными видами спорта, а основной вид спорта – это вольная борьба. Такие турниры в небольшом Ингинском наследии численностью около 300 жителей проходят постоянно. Поэтому от клуба родительских инициатив поступило предложение открыть клуб пулевой стрельбы для школьников. Ну, так как инициатива произошла от родителей, будем это документировать, как положено. Затратно только у нас будут расходники, так как сами пневматические винтовки в школе у нас имеются. Фактически база у нас есть, мишени есть. Если будет много участников, соответственно, будем докупать новые винтовочки пневматические, так как они все время устаревают. Село Новый Ингинского наследия в Тампонском районе и республике славится своей ДЮСШ. Юные борцы, победители и призеры чемпионатов самых разных уровней, в том числе международных спортивных игр «Дети Азии». А в скором времени своих героев ждут и среди пулевиков. Я начинающий спортсмен по пулевой стрельбе, и эта победа стала для меня очень неожиданной. Я, конечно, готовилась, но своих соперниц я знала, поэтому было не так сложно. Эта победа стала для меня стимулом дальше заниматься пулевой стрельбой. Воспитание юных патриотов начинается со школьной скамьи, поэтому ребят поддержала организация участников боевых действий, выделив в числе других спонсоров для спортсменов свои призы. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Мы следим за развитием событий и увидимся чуть позже.